Пока официально участвовать в Паралимпиаде спортсменам из России не запретили, но все к этому идет. Недопуск к отборочным турнирам фактически закрывает игры для параатлетов. Пустить спортсменов в южнокорейский Пхенчхан просил Паралимпийский комитет России и лично его глава Владимир Лукин. В обмен гарантируя допинговую чистоту атлетов. Международный паралимпийский комитет в обещание не поверил и после специального заседания в Бонне прислал в Москву официальный отказ. Я уверен, что здесь, конечно, есть определенный заказ с чьей-то стороны. Решение, на мой взгляд, политизировано, и оно не связано абсолютно с теми идеалами спорта, которые в начале века пропагандировал и пытался донести до людей Пьер де Кубертен. Отправленный в Россию документ подписал лично глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен, а он известен своей непримиримой позицией по отношению к допинговой ситуации в России. Именно Крейвен был инициатором полного недопуска россиян к играм в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет не мог просто закрыть глаза на допинг, спонсируемый государством. Безусловно, мы категорически против этого. Мы единогласно считаем, что если не принять серьезных мер против финансируемого государством допинга, то все паралимпийское движение окажется под угрозой. Санкции «Не смешите мои Искандеры». Вот такой ответ Олимпийский комитет России подготовил на спортивный бойкот. Примерно так будут выглядеть новые олимпийские одежды российских атлетов и параатлетов. Поставщик экипировки для олимпийцев сменился в России впервые за 15 лет. С начала нулевых одежду для спортсменов поставляла компания Боско ди Цильеджи, миллиардера и хозяина ГУМа Михаила Куснировича. Казалось, ничего эти позиции не пошатнет. В куртках от Куснировича валялся в снегу с собаками сам Владимир Путин. Куснирович из олимпийской формы сделал личный фетиш. Куртки с Россией на спине стали непременным атрибутом каждого русского от Сочи и до Куршевеля. А в Олимпийском 2014 году оборот Боско Групп составил 500 миллиарда евро. 80 миллионов из них пришлись на спортивные одежды. Заменить Боско Искандерами решил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. И, как рассказали нам источники в комитете, не просто так. Решение это политическое. На смене партнера сборной настаивали давно. А контракты отдали компании ZA, близкой, если не сказать подконтрольной, российским силовикам. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Новая русская классика «За спорт». Знать наизусть. ЗА – это Задорина Анастасия, девушка непростая, дочь завхоза ФСБ генерала-полковника Михаила Шейкина, руководитель службы обеспечения деятельности главной спецслужбы страны, по совместительству еще и президент спортклуба «Динамо», форму для которого, естественно, также производит компания ЗА. Шейкин очень влиятельный силовик, а еще и друг главы Росгвардии Виктора Золотова. Сын Золотова, Роман, член совета директоров компании ЗА. Их майки с Искандерами и тополями появились на фоне антироссийских санкций в 2014-м. Футболки раздавали на улицах всем желающим. В обтягивающих Искандерах фотографировались певица Анна Семенович и депутат Николай Валуев. Шутка истории. По сути, такие же майки с политическими лозунгами для самых заядлых патриотов продаются сейчас в некогда флагманском бутике Боско в Киеве. Он сгорел в дни Майдана и был занят потом правым сектором. Маечки с трезубцами. Чем не те же Искандеры? В прошлом году в Боско впервые отошли от народных узоров с пошловатыми шрифтами и вооружились русским авангардом, который с 20-х годов прошлого века в моде примерно всегда. Форму имени Варвары Степановой журнал Days снабдил эпитетом «Must Have». Всемирная любовь кириллица сделала так, что в Боско теперь ходят не только чиновники из Ханты-Мансийского автономного округа, заехавшие в командировку в Москву, но и парочка блогеров из Нью-Йорка. А может быть, потому и контракт не продлили? Скрепы не те. Поплатились за ошибку с патриотическими ориентирами. И правда, зачем вспоминать 21-й, когда есть такой заманчивый 37-й?